Уважаемые слушатели онлайн-курса, в этой видеолекции мы поговорим с вами более детально о гендерном бюджетировании и основных инструментах. Итак, цель гендерного бюджетирования – это повышение экономической эффективности и прозрачности расходов бюджета с учетом потребностей женщин и мужчин, девочек и мальчиков во всем их разнообразии. Совет Европы определяет три основные цели или задачи гендерного бюджетирования. Во-первых, обеспечить справедливую бюджетную политику и способствовать уменьшению неравенства между женщинами и мужчинами во всех сферах общественной жизни. Вторая цель заключается в поощрении эффективного использования государственных расходов в соответствии с заранее определенными целями в отношении распределения как ресурсов, так и услуг, ориентированных на мужчин и женщин. Соответственно, гендерное бюджетирование имеет цель улучшить качество и эффективность государственных услуг относительно различных потребностей мужчин и женщин. И третья задача состоит в том, чтобы помочь людям лучше понять государственные доходы и расходы, а следовательно обеспечить большую прозрачность государственной политики, осуществляемой национальными, региональными и местными органами власти. Внедрение гендерного бюджетирования также решают следующие задачи. Усиливает как подотчетность, так и прозрачность бюджетного процесса. Обеспечивает более высокую адресность услуг и, соответственно, рациональное использование бюджетных средств. Способствует повышению качества услуг для населения, поскольку выстраиваются четкие ориентиры на конкретного потребителя. Увеличивает участие граждан в бюджетном процессе, в особенности женщин. Эти задачи приобретают особое значение в ситуациях, когда требуются дополнительные усилия, чтобы обеспечить эффективное использование ограниченных средств и финансирование для удовлетворения потребностей, например, уязвимых категориях населения или женщин и мужчин в конфликтных и постконфликтных ситуациях. Примером эффективного использования ограниченных средств является Исландия. Работа по внедрению гендерного бюджетирования началась в Исландии в 2009 году во время экономического кризиса с пилотного проекта и уже по результатам была распространена на все уровни государственного управления. Сегодня работа по гендерному бюджетированию в Исландии введена на уровне каждого министерства. Как результат, эта страна, согласно индексу гендерного равенства, занимает лидирующую позицию в мире уже более 5 лет. Равенство в области образования, здравоохранения, политической и экономической роли. Также отмечается положительное влияние внедрения гендерного бюджетирования на развитие экономики страны. Как работает гендерное бюджетирование? Деятельность в области гендерного бюджетирования сейчас является распространенной практикой в большинстве стран мира. Для того, чтобы понять, насколько актуальна работа для вашей страны с гендерного бюджетирования, подумайте об отрасли, где бы вы хотели применить этот подход. Например, социальная защита, либо же здравоохранение. И ответьте на следующие вопросы. Касается ли ваша идея, программа, план одной или нескольких целевых групп женщин или мужчин? Повлияет ли она на повседневную жизнь как женщин, так и мужчин? Существуют ли различия между женщинами и мужчинами в этой сфере в отношении доступа прав, доступа ресурса, уровня заболевания, участия, ценностей и норм? Если ответ на любой из этих вопросов является утвердительным, гендерная проблематика имеет отношение к программе. А значит, лучших результатов можно достичь, если вы будете использовать в своей работе инструменты гендерного бюджетирования. Следующие вопросы помогут вам на начальных этапах работы с этим инструментом. Итак, какие вопросы стоит себе задать? Какова цель применения гендерного бюджетирования и какие изменения вам нужны? Какая информация вам нужна и где вы ее можете получить? Кто является заинтересованными сторонами? Методика гендерного бюджетирования включает 3 основных компонента. Первый – это проведение гендерного анализа. Второй – изменения в бюджетах и программах.
И третий – это системная интеграция гендерного бюджетирования в процессы планирования и бюджетирования. Все эти компоненты одинаково важны и тесно взаимосвязаны. При этом основным компонентом в процессе внедрения гендерного бюджетирования является гендерный анализ. Он означает анализ влияния стратегических и бюджетных программ на положение и потребности женщин и мужчин. Очень важно помнить, что сам анализ – это еще не все гендерное бюджетирование. Второй компонент предусматривает внесение изменений в программы и бюджеты по результатам гендерного анализа, для того, чтобы мы могли достичь этого гендерного равенства. Цель этого компонента – обеспечить реализацию рекомендаций, разработанных в результате гендерного анализа, и внести изменения в деятельность, программы или планы, а также изменения в бюджет. Вот три основные вопроса, которые нужно разработать. Какие из рекомендаций выполнены? Если не выполнены, то почему? Достигнуты ли цели в отношении гендерного равенства? Или целевые гендерно-ориентированные показатели. Соответственно, есть ли прогресс в этом направлении? Третий компонент подразумевает системную интеграцию гендерного бюджетирования в процессы планирования и бюджетирования. А именно, на этом этапе нам необходимо совершенствовать законодательную и нормативно-правовую базу путем включения гендерного аспекта. Разработать основные рекомендации по внедрению гендерного бюджетирования в процесс планирования и выполнения бюджета, а также разработать меры по усовершенствованию статистической отчетности и другие аспекты. В следующих модулях мы поговорим с вами более детально о международных практиках внедрения гендерного бюджетирования.